Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Тува-24. Мои коллеги и я, Орлана Байду, подготовили для вас следующие сюжеты. И коротко о главном. Глава Тувы вышел на связь с нашими бойцами в зоне специальной военной операции. Туву посетил полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев. На площади Арата развернули красочные праздничные мероприятия. Министерство культуры Тувы и Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве. Государственный академический Омский русский народный хор дал концерт в преддверии празднования 80-летия вхождения ДНР в состав Советского Союза. В Наирале прошел закрытый кинопоказ тувинского фильма. Глава Республики Тыва Владислав Хавалых провел телемост с военнослужащими 55-й мотострелковой гвардейской бригадой, находящейся в зоне специальной военной операции. Он поздравил наших бойцов с важной исторической датой – 80-летием добровольного вхождения Тувы в состав Советского Союза. Более подробно о встрече расскажет наш корреспондент. Нет страны прекраснее России. Этот вывод знаю наперед. Вырасту, поеду я по миру и уверен, к берегам родным будет тяга к ней непреодолима. Хоть откуда, но вернусь я к ним. 80 лет назад, в разгар борьбы с фашизмом, тувинские добровольцы проявили мужество и героизм, освобождая украинские города и села от захватчиков. Сегодня, как и их предки, бойцы 55-й гвардейской мотострелковой бригады с честью выполняют задачи специальной военной операции, поставленные Верховным главнокомандующим. Как и в 1944 году, вашими подвигами и мужеством гордятся наши земляки. Жители республики от всей души помогают фронту, военнослужащим, нашим подшепному Свердловскому району Луганской Народной Республики. Прошу передать добрые пожелания вашим заслуживцам, которые сегодня не участвуют в видеоконференц-связи. Ждем вас с нетерпением домой и с победой. Будем вместе развивать родную Туву. Чтобы поздравить бойцов от имени главы, в зону СВО отправился спецпредставитель правительства Тимур Кулар. Он вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, а также передал им технические средства. Для бойцов родная земля в честь праздника подготовила творческие номера, чтобы каждый смог почувствовать частичку любви от своих земляков. Мы осознаем, насколько тяжелы условия, в которых вы выполняете свои задачи. Как по мне, каждому из вас нужно выдавать ордена только за то, что вы сидите в окопах. И как важно то, что вы делаете для будущего нашей страны. Мы с вами, вместе мы сила. Спасибо вам. И с наступающим праздником. Кроме того, Владислав Хавалых также отметил, что из Тувы в ближайшее время отправляется очередная партия гуманитарной помощи, собранная по рекомендациям и наказам бойцов на передовой, которая также сможет еще больше приблизить нашу победу. Орлана Байду, Азамат Очур, телеканал Тува-24. 17 октября глава Тувы Владислав Хавалых проведет очередную прямую линию с жителями республики. Вопросы главе можно будет задать как в ходе прямого эфира, так и заранее. Для этого предусмотрены 3 способа: через специальную платформу обратной связи портал Госуслуги, а также в комментариях под постом с анонсом прямой линии. Сбор и обработку вопросов будет вести Центр управления региона Республики Тыва. Жителей Тувы больше всего волнуют вопросы строительства и жилья. Также в числе наиболее актуальных тем – дороги, благоустройство, ЖКХ, специальная военная операция, общественный транспорт, здравоохранение и образование. Трансляция прямого эфира пройдет на официальной странице Владислава Хавалыга в социальной сети ВКонтакте. Не исключено, что прямая линия будет показана и на других информационных площадках, включая телевидение. Напомним, что подобные прямые линии глава Тувы проводит ежегодно. Предыдущая состоялась 6 сентября прошлого года и длилась 1,5 часа. К ней присоединились более 15 тысяч зрителей. С конца 2021 года Владимир Путин назначил собственного полномочного представителя в Сибири Анатолия Серышева. Он на регулярной основе посещает регионы Сибири для решения ряда вопросов. Очередь дошла и до нашей республики. Каковы задачи его визита, узнавал наш корреспондент.
Сразу по приезде полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел встречу с главой республики Владиславом Хавалыгом. Особое внимание было уделено направлениям, рассмотренным на совещании по вопросам социально-экономического развития республики, которое провел глава государства 2 сентября. Встреча была посвящена обсуждению дальнейшего сотрудничества федеральных и региональных властей. Раньше срока мы сдаем их. После совещания полпред и глава отправились в новый район столицы, где состоялось торжественное вручение ключей новоселам жилого комплекса «Столичный». Квартиры в этом комплексе жители Тувы приобрели по льготной ипотечной программе по 2% годовых. Такая редкая для российского рынка ставка стала возможна благодаря поддержке государства и региональных властей. Посмотрите, какое счастье, да? Смотришь, как быстро дома в республике начали расти. Мы с вами многие регионы Российской Федерации опережаем по стройке. Я от души вас просто поздравляю и по своему опыту скажу, как только решаешь вопрос жилищный, все остальное, оно так вторично вообще, да? Важно, что есть гнездышко, есть родное место, которое можно обживать и в котором, просто по умолчанию обязано жить счастье. Жилой комплекс «Столичный» – один из крупнейших проектов комплексной застройки в Кызыле. Благодаря льготной ипотеке сотни семей смогли улучшить свои жилищные условия. Развитие доступного жилья – один из ключевых приоритетов социальной политики региона. Я большим удовольствием хочу также проинформировать вас, что льготная ипотека на территории Тувы продолжит свои действия с будущего года. Это еще новые семьи получат возможность, иметь, удовлетворить свою базовую потребность, иметь крышу над головой, как Анатолий Петрович сказал, гнездышко, свое гнездышко. А все остальное, все потом уже все сложится. В торжественной церемонии также приняли участие представители застройщика. Они поздравили новоселов и пожелали им уютно обустроиться в новых просторных квартирах. Сегодня мы сдаем 2 новых дома, 90 квартир. Видит Бог, мы старались выполнить все работы качественно, раньше срока, на половину года, на 6 месяцев. И еще 2,5 года назад здесь была мусорная свалка. Карьеры, мусор. И сегодня этот район кардинально преобразился. Мне хочется пожелать вам всем здесь здоровья, полноценных семейных отношений, очень много детей. Почетное право перерезать символическую красную ленту было предоставлено Анатолию Серышеву и Владиславу Хавалыгу. Но, тем не менее, они решили разделить этот долгожданный миг с юной жительницей новой квартиры. Это тебе на память, держи. Да, ко мне. Все, молодец, покажи всем. Просторные светлые квартиры уже ждут, когда хозяева сделают в них ремонт и завезут хозяйские вещи. Нашей съемочной группе удалось побывать в гостях у одного из счастливых обладателей евродвушки. Этот день наверняка надолго останется в его памяти. Ипотеку в прошлом году получил, ровно год назад, в октябре прошлого года получил. И год ждал, дождался. С кем будете здесь жить? Расскажите, что первое вы здесь делаете? Сначала, конечно, ремонт буду делать. В следующие 2 месяца будет ремонт. И надеюсь, пока один. Девушки нет, поэтому... Вручение ключей новоселам стало знаковым событием, подтверждающим курс на повышение качества жизни жителей Тувы. Такие яркие моменты вселяют надежду и уверенность в дальнейшем социально-экономическом развитии республики. Орлана Байдуба, Ян Монгуш, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Концерт творческих коллективов, презентационные площадки, гастрономический фестиваль, выставка-ярмарка местных товаропроизводителей, мастер-классы и не только. Сегодня на площади Арата в честь 80-летия со дня добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР развернули красочные праздничные мероприятия. На месте побывала и наша съемочная группа.
Ровно 80 лет назад в истории тувинского народа начался новый этап. С тех пор республика продолжает развиваться, бережно сохраняя свои традиции, обычаи и культурное достояние. Традиционным творчеством тувинского народа по сегодняшний день является камнерезное искусство. Каждый материал, который попадает в руки тувинского мастера, обретает новую жизнь. Это работа конкурса «Узоры жизни на ожившей камне». Этот конкурс проходит 3 года в Чахольском районе, в селе Чахоль, посвященный родоначальнику камнерезного искусства Черзи Халасаловичу Мангуш. Здесь собрана работа 37 штук. В работах отражены сказки, национальные атрибуты разные, и хуреш, барсы, материал серпентинит. Желаю родной республике больше развиваться, больше строилась, и народ был здоровым, счастливым. «Открой тот же, разгадай Туву». На площади Арата муниципалитета развернули свои презентационные площадки. Представители одного из самых отдаленных районов республики привезли традиционные жилища Чум, а также 2 оленей – Свету и Валеру. Им по 2,5 года. Мы живем до сегодняшнего дня, мы живем в тайге в таком жилище. Из таких жердей покрыт презентом. Сверху в зимнее время покрываем сверху оленями шкурами. Мы на таких вот на оленях привозим, когда кочуем, перевозим все свои вещи. Вот травы разновидности. Это здесь кавай, это колыбель детский. Всегда мы хоть таежники, но мы детей тоже вот привозим, кочуем всегда. Коллекция кукол ручной работы, авторы которых стали лауреатами 3-й степени республиканского конкурса «Среда кукол», национальные игры, мастер-класс и не только. Все это можно было увидеть на площадке Цунхемчикского района. Мы тут привезли с собой традиционные, чтобы показать традиции нашего кожуна, нашей республики. Я сама участвую в мастер-классе, пришла показать мастер-класс по приготовлению проса, тара традиционным способом. В честь праздника мы желаем жителям нашей республики в дальнейшем развитии, чтобы сохранилась наша традиционная тувинская культура. Мы хотим с этими мастер-классами показать подрастающему поколению наши традиции, чтобы они не забывали. Поздравляем всех жителей Тувы с этим замечательным праздником. Вкусная часть сегодняшних праздничных мероприятий – гастрономический фестиваль. Здесь на главной площади готовят уху, плов, а также традиционный карамюн. Для этого на центральной площади города установили огромный чан, в котором сварили национальный тувинский суп из баранины и субпродуктов. Всего было приготовлено около 1500 порций. Емкость это 300 литров идет. В нем варится 5 тушек баранина и их же потрошки. Вместе с пшеном. Примерно с 8 утра варим тут. Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, как Тува, сохранившая свою идентичность, продолжает вдохновлять и вносить свой вклад в богатое культурное разнообразие России. В рамках праздничных мероприятий была организована и выставка-ярмарка местных товаропроизводителей. Айра Садбиемангуш, Янгар Кыжгэ, телеканал Тува-24. Новые горизонты для культурного обмена и взаимного обогащения. Накануне Министерство культуры Тувы и Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусства. Также в честь 80-летия добровольного вхождения ТНР в состав СССР состоялась церемония награждения ведомственными нагрудными знаками «80 лет» в составе России. Тему продолжит наш корреспондент. Основным фокусом совместных проектов обеих республик станут проекты в области сохранения и популяризации национального наследия. Соглашение о взаимном сотрудничестве подписывают министр культуры Тувы Виктор Чижит и министр культуры Бурятии Саилма Дагаева. Поздравляем Виктора Сергеевича и Саилму Дагаеву с подписанием соглашения.
В рамках соглашения стороны договорились о проведении множества совместных мероприятий, фестивалей, выставки, обменные гастроли, а также образовательные программы. Несомненно, это будет новый этап в развитии культурного обмена между двумя регионами. Как отметила министр культуры Бурятии, взаимное сотрудничество было и ранее. У нас есть обменные гастроли между нашими театрами, есть совместные проекты между нашими оркестрами национальных, музыкальных национальных инструментов. Ваши студенты у нас обучаются. Мы очень внимательно, заботливо относимся к студентам из ТВ, которые у нас обучаются, особенно в хореографическом колледже, потому что это такие жемчужинки, которые в будущем будут сверкать. У вас есть чему учиться, у вас прекрасная школа, детская школа искусств, интернат, где воспитываются, который выискивает будущих профессионалов, находит таланты по всей ТВ. Особое внимание в ходе сотрудничества будет уделено развитию национального искусства, музыки и танца, который играет ключевую роль в формировании культурной идентичности обоих народов. Планируется, например, на следующий год пока такой тоже большой проект по линии Росконцерта. Значит, в следующем 2025 году будет 85 лет Союза композиторов Бурятии. Такой совместный проект между нашими композиторами Тувы и Бурятии, и Министерство культуры Тувы и Бурятии. Вот такой большой проект, в том числе мы располагаем. Конечно, там соглашение по всем направлениям культуры, там по библиотечному делу, по музейным выставкам, и по клубным, и в том числе и детских музыкальных школ, школ искусств. Важным аспектом соглашения станет поддержка и обучение молодых талантов, а также повышение квалификации специалистов в области культуры. На сегодняшний день очень много студентов обучается в Восточно-Сибирском государственном институте культуры в СГИК, в Улан-Удэ. Вот там по клубному делу и по СКД, там по музыкальным специальностям очень много. В том числе и Бурятский республиканский колледж хореографии, там тоже ребята наши обучаются. Я считаю, что все-таки вот сегодняшнее соглашение наше подписанное будет способствовать для дальнейшего развития наших творческих, культурных связей двух наших регионов. Церемония вручения ведомственных наград Минкульта Тувы и приятное завершение официальной части подписания документа. Нагрудным знаком 80 лет в составе России отмечены почетные гости и участники праздничных мероприятий, которые прибыли в республику к главной юбилейной дате этого года. Айра Сачиханнога, Кимиран Эргит, телеканал Тува-24. В честь празднования 80-летия со дня вхождения ТНР в состав СССР в республику съехалось множество гостей из других регионов страны. Среди них и творческий коллектив Государственного академического Омского русского народного хора, который накануне порадовал зрителей, дав концерт на главной сцене Тувы. Подробности у нашего корреспондента Миргена Оюна. Как было сказано ранее, в республику по случаю празднования главного торжества этого года в Туве приехали не только туристы, желающие посмотреть мероприятия, приуроченные к 80-летию вхождения республики в состав Советского Союза, но и различные именитые творческие коллективы страны. Одним из них является Омский народный хор, который известен, можно сказать, на весь мир. Это огромная, в общем-то, честь, что нас пригласили на такое значимое мероприятие. И, естественно, мы, конечно, хотим показать культуру Омской области, вокал, хореографию, музыку. Все-таки хотим, чтобы жители Кызыла, они познакомились более глубже с нашей культурой. Как было ожидаемо, гости занимали свои места задолго до начала концерта, что говорит о высоком интересе со стороны тувинского зрителя. На выступление Омского хора пришли посмотреть люди разных возрастов, и подрастающее поколение, и старшее. Я об этом ансамбле знаю немного, но надеюсь, что сегодня получить огромное удовольствие от их исполнения, от их прекрасного звучания и просто отдохнуть прекрасно. И судя по восторженным возгласам и аплодисментам, творческому коллективу удалось не оставить равнодушным даже самого сдержанного зрителя.
Также на коллег по сцене пришли посмотреть и артисты красноярского ансамбля «Танцы Сибири» имени Михаила Годенко, которые за день до этого также порадовали жителей республики своими выступлениями. Мы очень рады, что мы являемся частью вот этой всей яркой программы, которая посвящена этому празднику. Вчера тувинский зритель просто прекрасно нас принял. Мы заряжались энергетикой вашей. Мы старались вам подарить свои эмоции и взамен получали не менее классный отзыв. И это очень помогало нам. Омский хор «Сокровищница» русских народных песенных традиций и зажигательных плясок. Данный творческий коллектив отмечен многочисленными наградами, является лауреатом множества международных конкурсов и одним из ведущих профессиональных народных коллективов России, которому рукоплескали во всем мире, а теперь уже и в Туве. Судя по приглашенным артистам и представленным творческим номерам, празднование 80-летия, по мнению зрителей, ожидаемо пройдет на ура. Мерген Аюн, Батыр Базан, Ангар Кюжугет, телеканал Тува-24. В Туве состоялась премьера полнометражного художественного фильма «Повесть о светлом мальчике», созданного по мотивам повести Степана Сарыгола, приуроченного к 80-летию вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. Официальный закрытый кинопоказ состоялся в кинотеатре «Найрал». Первыми зрителями картины стали те, кто непосредственно принимал участие в фильме. Одно из самых важных событий, которое произошло в период современной истории тувинского народа, это добровольное вхождение Тувинской Народной Республики в состав СССР. Период и события, которые охватывают произведение знаменитого тувинского классика Степана Сарыгола «Повесть о светлом мальчике», предшествует знаменательному событию и рассказывает о том, что происходило тогда в Туве глазами ребенка. Режиссерами кинокартины выступили известные в Туве люди, чьи предыдущие работы уже завоевали признание на международных фестивалях. Это Ролан Оржак и Виталий Петров. В основу сценария легла история о юном герое, который стремится найти свое призвание и справиться с трудностями, стоящими на его пути. В главной роли семиклассник Кахемской школы Дидимол Даржай. Я чувствовал то, что не могу описать словами. У него очень интересная и грустная история. Главный герой, он там живет, там пасет овец, там скот и так далее. Но внезапно у него начинает болеть мама и умирает. А потом он сбегает из дома, потому что его мачеха начинает его, ругать и так далее. Потом его берет дядя, потом он сбегает из дядиного дома. Роль мачехи сыграла актриса Национального театра Тана Ховенол. Она рассказала, что ее героиня жестока и несправедлива по отношению к своему пасынку. Немножко отрицательного персонажа. И мне очень было интересно работать в этом фильме. От театральной игры в кино совсем по-другому надо играть. В целом про фильм это очень хороший материал. Там через биографию героя показывается история Тувы. Одну из важных ролей сыграл и потомок тувинского классика Степана Сарыгола Эрес Дангак. То, что сняли фильм на малой родине Степана Ивановича, мы очень рады, жители села Туштак. Я принимал на съемках участие, где хоронили мать Степана Ивановича Сарыгола. И где обряд 49 дней проводили после похорон матери Степана Ивановича Сарыгола. Где Степан Иванович вырос в местах, именно в этих местах снимали фильм. Поэтому мне очень понравилось. Фильм поднимает важные темы, такие как семейные ценности и значимость родной культуры в современном мире. Фильм вышел хронометражом в 1 час и 39 минут. На кинопоказе присутствовали сами актеры, продюсеры, режиссеры и все те, кто непосредственно принимал участие в фильме, а также жители республики.
Сегодняшний день очень замечателен для всех ценителей культуры и искусства республики, потому что исторически вот это произведение, классика, да, когда ее экранизируют, это большое такое вот достижение для нас, для молодого поколения, которое еще не знает всех классиков нашей тувинской литературы. И я думаю, что произведение всем очень понравится, потому что там отражены все главные события в канун преддверия 80-летия вхождения Тувы в состав Советского Союза. Фильм очень замечательный, очень понравился. Спасибо большое режиссерскому составу, актерам нашим, которые так сыграли в фильме. Я увидела трейлер, и мне очень понравилось. Очень красиво снято. Прям видно, что чисто традиционная эстетика видна очень. И я в предвкушении. Мы непосредственно участвовали в съемках этого прекрасного фильма. Мы очень рады, что вышел на свет вот такой необыкновенный фильм. Картина очень красочная, очень познавательная и очень историческая. Премьера повести о светлом мальчике стала не только культурным мероприятием, но и вызвала интерес к местному кинематографу. Это событие может стать стартовой площадкой для новых творческих проектов, направленных на развитие киноискусства в Туве. Добавим, что проект стал возможным благодаря президентскому фонду культурных инициатив. Инна Клаян, Батыр Базан, Ангар Кюжугет, телеканал Тува-24. В Кызыле состоялась презентация монографии ректора Тувинского государственного университета Ольги Хомушку «Религии в Туве. История и современность». Научный труд, посвященный религиозной жизни республики, был высоко оценен на уровне страны, в том числе и Фондом содействия буддийскому образованию. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Как отметила автор, монография основана на многолетних исследованиях и архивных материалах. В ней рассматривается история традиционных для Тувы религий – буддизма, шаманизма и православия, а также их современное состояние. Я закончила философский факультет Московского государственного университета и свою дипломную работу писала на кафедре, которая сейчас уже не кафедра, а отделение религиоведения Московского государственного университета. Писала на эту тему кандидатскую диссертацию, потом защитила и докторскую. И как любой ученый в Российской Федерации, в других странах, ученый, естественно, все свои мысли, все свои помыслы реализуют в статьях, в пособиях, в том числе и в монографиях. Так как большая часть населения Тувы относит себя к буддистам, значимая часть исследований касалась изучения данного вопроса. Именно поэтому монография внесла значительный вклад в историю не только нашего народа, но и всего буддийского общества страны, что и отметили ученые из Бурятии и Калмыкии, которые успели ознакомиться с новым изданием. Все, что касается сегодня этой темы, которая является темой для изучения, а вы приняли такое смелое решение, подготовили, и я ее прочитал, и поэтому хочу вас прежде всего поблагодарить, но, безусловно, поздравить. Для Тувы это одна из первых крупнейших работ по изучению религиозности населения. Она стала толчком для новых исследований в сфере буддизма всего ученого сообщества России. Буддизм в России, на территории России, он является традиционной религией. Но он слился и взаимодействовал с местными верованиями. И он показал совсем иное существование буддийской культуры. И сегодня в России существует целый ряд буддийских регионов, в том числе и Тува. И очень важно исследовать это культурное наследие. Исследовать те споры, которые были, те подходы, те ошибки, которые осуществлялись. И в книге Ольги Гиматбаевны, рецензентом, которой мне посчастливилось быть, это как раз хорошо показано. Участники презентации отметили высокий научный уровень работы автора и выразили надежду, что ее исследование станет значимым вкладом в изучение религиозной культуры в Туве. Монография будет интересна как ученым-религиоведам, так и всем, кто интересуется традициями нашего региона. На базе столичного детского сада номер 27 проводится открытые мероприятия «Кадык Амадырал, Кадык Быле», что в переводе означает «здоровая жизнь, здоровая семья». Это событие собрало родителей, детей и гостей, которые пришли поддержать юных участников спортивных игр.
Воспитатели дошкольного учреждения подготовили увлекательные конкурсы и игры, в которых активно участвовали как дети, так и их родители. На мероприятии царили смех и хорошее настроение. Взрослые на время окунулись в детство. Получился настоящий семейный праздник. В конкурсе приняли участие 7 семейных команд. Программа соревнований была довольно насыщенной. Выполнение конкурсных этапов требовало хорошей физической подготовки, определенных знаний и творческих способностей. Родители отмечают, что подобные соревнования нужны не только их детям, но и самим взрослым. Нам отрадно, что в нашем детском саду, куда ходит наша дочка, проводят такие мероприятия. Мы принимаем активное участие и очень хорошо провели с детьми время. Здоровый образ жизни нам помогает жить, поэтому мы очень рады. Очень приятно нам было участвовать в этом конкурсе, который проводит руководство садика. Отметим, что ранее был объявлен заочный конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ жизни». И воспитанница из данного детского сада Айва Мангуш вместе со своей семьей заняла первое место. Семья Мангуш делится эмоциями. В нашем видеоролике были показаны, как мы занимаемся спортом, как мы любим спорт, как по утрам мы встаем и занимаемся зарядкой, бегаем. И все было показано все наши достижения именно про спорт. Мы очень рады такой награде, заняли первое место. Спасибо большое. Наша семья постоянно участвует в творческих конкурсах, а как именно спортивное мероприятие, это наша первая награда. Мероприятие также приурочено к Году семьи, объявленному президентом страны Владимиром Путиным, а также Году здоровья в Туве. В детском саду на постоянной основе проводятся подобные соревнования. Сегодня в детском саду проводим открытые мероприятия, посвященные к этим направлениям. Кадык Амыдрал, Кадык Өгбілі. В течение года были и другие мероприятия, приуроченные к этим направлениям. Результатами этой работы стали мини-книжки «Өгбілерім чаңчылдары, чиди чүзін малымайым», которые читаем, смотрим с помощью приложения «Оживи». Еще мероприятия мы проводим на тувинском языке. Очень много уделяем большое внимание, чтобы дети с малых лет говорили и понимали свой родной тувинский язык. В конце дня семьи получили положительные эмоции и множество приятных впечатлений. Организаторы мероприятия надеются провести подобные соревнования снова в ближайшем будущем. Инна Клаян, Буяна Юн, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. Эфир завершает короткий обзор произошедших событий уходящей недели в нашей еженедельной рубрике «Дайджест». Бережное отношение к материнству и детству. 7 октября в России празднуют День беременных. Интересен тот факт, что дата отмечается 2 раза в год – 7 апреля и 7 октября. Праздник в России относительно новый. Впервые он был проведен в формате акции в 2022 году, а в прошлом году он официально стал всероссийским. В перинатальном центре Тувы были организованы праздничные мероприятия, творческие номера, а также вручение подарков. Отмечается, что в сентябре в Туве органами ЗАГС зарегистрировано 419 новорожденных малышей. По информации регионального Министерства юстиции, самыми популярными именами у мальчиков стали Алдар, Дамир, Дарджу, а у девочек Амелия, Айлин и Амина. В ноябре в республике состоится премьера полнометражного художественного фильма «Повесть о светлом мальчике», созданного по мотивам повести Степана Саргола и приуроченного к 80-летию вхождения ТНР в состав СССР. Проект стал победителем второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив на сумму 9 миллионов рублей. Была собрана профессиональная команда с участием оператора-постановщика из Москвы. Режиссерами фильма выступили Ролан Оржак и Виталий Петров. Съемки кинокартины начались 15 июля и завершились спустя месяц. Помощь нашим бойцам в специальной военной операции оказывается с самого начала, проявляясь в различных формах. Кто-то жертвует автомобили для фронта, кто-то вяжет носки для защитников, а другие собирают урожай картофеля, который прямиком отправляется к семьям погибших участников СВО. Эта акция была начата в прошлом году и показала хорошие результаты. И вот копилка добрых дел Тувы продолжает пополняться. Благодаря совместным усилиям региональных властей и всех, кто участвует в посадке и сборе урожая, в этом году удастся обеспечить семьи героев 2 мешками свежего картофеля. Важно, чтобы каждый получатель этой помощи почувствовал поддержку со стороны всего населения Тувы. Каждый мешок – это не просто продукт питания, это проявление заботы, уверены участники акции.
По итогам 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. В результате жизнь оборвалась у 13 человек, а 80 пешеходов получили различные ранения. В большинстве случаев причиной наезда является неосторожное поведение водителей, превышение скорости, игнорирование светофоров и знаков, а также отклонение от правил дорожного движения. Однако также важно иметь в виду, что и пешеходы должны соблюдать дорожные правила, проявляя внимательность и осторожность. Топ-3 ДТП за прошлую неделю. Рейд по неблагополучным семьям ЛДО. Когда уже прикроют злополучный хостел. Житель Барунхемчикского района признан виновным в совершении убийства знакомого. Каковы причины пожара на ТЭЦ Агдавурака? Во вторник вышла еженедельная программа «Регион-17», где ведущая Орлана Байду рассказала об оперативной обстановке в Туве, о самых громких преступлениях и происшествиях, которые потрясли нашу республику на прошлой неделе. По данным Центра занятости населения Тувы, в последние годы наблюдается тенденция среди молодежи региона к выбору престижных, но зачастую перенасыщенных специалистами профессий. Многие молодые люди стремятся получить образование в сфере юриспруденции, экономики, менеджмента, несмотря на высокую конкуренцию на рынке труда в этих областях. Вместе с тем, наибольший дефицит кадров наблюдается в сфере образования, здравоохранения и добывающей промышленности. Именно в этих сферах для привлечения молодых специалистов предлагаются различного рода льготы от государства, а также хорошая заработная плата. Поэтому важно при выборе профессии ориентироваться не только на собственные интересы, но и на перспективы трудоустройства в регионе. В Тувинском государственном театре кукол состоялась премьера спектакля «Сказочный мир муминов», который посвящен приключениям муми-троллей по мотивам произведения Туве Янсен. Сюжет построен на истории семьи муми-троллей – Муми-мама и Муми-сын. Муми-мама и Муми-сын отправляются на поиски потерявшегося Муми-папы. Героям по дороге предстоит преодолеть множество испытаний, но они встречают добрых и отзывчивых людей. Маленький Муми-сын познает, что такое доброта, дружба и забота друг о друге. В постановке используются штоковые куклы, которые словно оживают в волшебном лесу, создавая неповторимую атмосферу. Так коллектив торжественно открыл 12-й театральный сезон. В 2024 году почти 2900 семей получат бесплатный уголь в рамках губернаторского проекта «Социальный уголь». Мера поддержки рассчитана на многодетные и малообеспеченные семьи республики. Отметим, что на соцподдержку финансирование выделяется из регионального бюджета. Для участия в проекте «Социальный уголь» нужно обратиться в Центр помощи семье и детям, который составляет списки нуждающихся. После этого уголь поставляется Министерством топлива и энергетики Тувы, что поддерживает семьи в зимний период. Если ранее жителям Тувы, чтобы добраться до Абакана, приходилось обращаться к попутчикам или приобретать билеты на маршрут Кызыл-Красноярск, то с 9 октября региональный Миндортранс запустил новый прямой маршрут. Рейс будет регулярным и обещает обеспечить своим пассажирам максимальный комфорт. Всего за 1400 рублей жители Тувы смогут каждый понедельник, среду и пятницу отправляться в Абакан, а каждый вторник, четверг и субботу возвращаться обратно. Постепенно количество рейсов будет увеличено до ежедневных. Независимо от числа пассажиров, автобус гарантированно выезжает в 8:30 от остановки Мангулек, обеспечивая комфорт и безопасность путешествующих. Билеты уже доступны для покупки в кассах Тува Автотранса, так и онлайн на сайте etraffic.ru. Как наши воины отважно борются за справедливость, так и региональные власти оказывают поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик. По инициативе главы Тувы наш регион взял шефство над школой номер 6 ЛНР. В этой связи региональным Минобром в очередной раз был организован телемост между учащимися школ Тувы и Луганской народной республики, чтобы оказать поддержку в это непростое время. Поддержать школьников ЛНР решили учащиеся старших классов столичной школы номер 1. Ребята уже второй год подряд готовят номера для своих сверстников, тем самым приближая общую победу. Представители крупных IT-компаний со всей страны прибыли в столицу Тувы, чтобы обсудить возможное сотрудничество с региональными разработчиками для внедрения новых цифровых решений во все сферы жизни региона. Обсуждение проходило на базе форума iTuva 2024. В 21 веке весь мир держит курс на цифровизацию, и наша республика не исключение. Благодаря усилиям региональных властей и Министерства цифрового развития практически все области Тувы уже осуществили полный переход на высокие технологии. В честь 80-летия добровольного вхождения ТНР в состав СССР с 9 по 11 октября в столице региона прошел форум iTuva 2024, нацеленный на дальнейшее развитие новых технологий. Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко провел концерт с насыщенной и яркой программой под названием «Широка страна, моя родная» на главной сцене Тувы. Это событие приурочено к празднованию 80-летия добровольного вхождения ТНР в состав СССР. На мероприятие собралось множество зрителей, среди которых были как преданные поклонники творчества ансамбля, так и новички, впервые увидевшие выступления талантливых танцоров. Концерт начался с яркого и эмоционального выступления, в котором артисты в традиционных сибирских костюмах показали приветственный номер, символизирующий дружбу и единство.
17 октября глава Тувы Владислав Хавлык проведет очередную прямую линию, в ходе которой пообщается с жителями республики. Вопросы руководителей региона можно будет задать прямо в ходе прямого эфира или подготовить их заранее. Отправить обращение главе можно 3 способами: через специальную платформу обратной связи, через портал госуслуги, а также оставив комментарий под постом главы с анонсом прямой линии. Сбор и обработку вопросов будет вести Центр управления регионом Республики Тува. Напомним, предыдущая прямая линия состоялась 6 сентября 2023 года и продлилась 1,5 часа. К трансляции, которая также прошла на страницах руководителей региона в социальных сетях, присоединились более 15 тысяч зрителей. Новые горизонты для культурного обмена и взаимного обогащения. Министерство культуры Тувы и Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусства. Основным фокусом совместных проектов обеих республик станут проекты в области сохранения и популяризации национального наследия. В рамках соглашения стороны договорились о проведении множества совместных мероприятий, фестивали, выставки, обменные гастроли, а также образовательные программы. Несомненно, это будет новый этап в развитии культурного обмена между двумя регионами. Глава Республики Тува Владислав Хавлык провел телемост с военнослужащими 55-й мотострелковой гвардейской бригады, находящейся в зоне СВО. Он поздравил наших бойцов с важной исторической датой – 80-летием добровольного вхождения Тувы в состав Советского Союза. 80 лет назад, в разгар борьбы с фашизмом, тувинские добровольцы проявили мужество и героизм, освобождая украинские города и села от захватчиков. Сегодня, как и их предки, бойцы 55-й гвардейской мотострелковой бригады с честью выполняют задачи специальной военной операции, поставленные Верховным главнокомандующим. Это были все новости к данному часу, а наш телеканал присоединяется к поздравлениям с 80-летием добровольного вхождения ТНР в состав СССР. До новых встреч!